художественной школе задали вольную тему, и все ребята стали рисовать солнце. В царстве белой зимы лежит Якутия, земля мудрых преданий Аланхо. Просторы ее называют безграничными, а богатства недр – несметными, хотя расстояния измерены. Подсчитаны запасы алмазов и золота, угля, газа, железных руд и цветных металлов. Планово добывается пушнина и рыба, и каждое оленье стадо идет в тундре по своему маршруту. Но самые точные цифры не передадут многоликости края. Здесь, рядом с поясом холода, в снегах рождается весна. После необычной во всю зиму ночи наступает такой же необычный на все лето день. Его ждут с нетерпением и встречают радостно на традиционных праздниках солнца. В ледовых линзах вырубают тоннели-склады. Морозы строят ледовые доки, и, пожалуй, только здесь и увидишь ремонт впаянных в лед океанских судов. Многоэтажные дома строят на вколоченных в мерзлоту сваях. Живы и старинные ремесла. Как и в старь, охотники-следопыты промышляют в тундре писца. И немалый труд требуется, чтобы стала неказистая шкурка мягким золотом. Меха и меховые изделия якутских мастеров пользуются большим спросом не только в Якутии. Они вызывают восхищение на международных пушных аукционах. Секреты тундрового промысла, северного рыболовства и оленеводства передаются из поколения в поколение. Несмотря на увеличение добычи рыбы и пушнины, на возрастающую численность оленьих стад, ресурсы природы не скудеют.
На помощь многовековому опыту пришла наука. 2000-й отряд якутских ученых исследует и вечную мерзлоту, и процессы, происходящие на кухне погоды в Арктике. Якутское отделение сибирского филиала Академии наук СССР стало признанным центром мерзлотоведения, космофизических исследований. Потомки юкагиров и эвенков, эвенов, безграмотных якутов стали высококвалифицированными специалистами, учеными. Они создают модель Якутии будущего. Край скотоводов-кочевников, не подозревавший о хранящихся под панцирем вечной мерзлоты сокровищах, стал краем современных городов. Выросли Тикси и Черски, Мирный и Нерюнгри. Неузнаваемо изменился Якутск. Одно из главных сокровищ республики – алмазы. На юге Якутии началось формирование первого Бамовского территориально-производственного комплекса. Пока идет только добыча угля. По пришедшему в Якутию Баму отправлены первые эшелоны железной руды. На очереди разработка апатитов. Южно-якутский ТПК, по праву считающийся сегодня одним из самых крупных строительных площадок страны, открывает новую страницу в биографии республики. Земля, простершаяся на миллионы квадратных километров под полярной звездой, никогда не была холодной пустыней. Щедра она солнцем и возрождающимися по весне травами. Щедра реками и озерами, тайгой и тундрой.